На территории Сухумского общевойскового военного училища прошла штабная игра. Мероприятие организовано в рамках военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», который поддержал Российский фонд президентских грантов. В 2025 году «Кавказский фронт» проект был поддержан фондом президентских грантов, но вообще старт этого проекта дан в 2022 году. И сегодня такая вот масштабная игра, она впервые проводится, потому что до этого Кавказский фронт тоже организовывал на территории Сухумского общевойскового военного училища мероприятия, но именно объединяющие столько команд и разных направлений, деятельности, вот впервые проводится. Среди участников как абитуриенты, старшеклассники, так и курсанты. Для многих из них такие игры – привычная часть подготовки и шаг к будущей профессии. Я со школьных времен часто участвовала в соревнованиях, занимала призовые места. И вообще мои учителя очень часто меня на соревнования брали. И по разборке, сборке автомата, общекомандные соревнования уезжала также в военные лагеря в Нижний Новгород и еще много разных соревнований. На этапе огневой подготовки участники демонстрируют отточенные до автоматизма навыки. Разборку и сборку автомата Калашникова проводят даже с закрытыми глазами. Я бы сказал, это дело времени и техники, потому что ежедневные тренировки – это благодаря нашим воспитателям, нашим тренерам, которые каждый день нам подсказывали, помогали. И это уже наработалось как по автоматизму, и мы более-менее что-то все запомнили. А зачем надо уметь с закрытыми глазами собирать автомат? Я считаю, что это лучше для координации, для того, что если ты с закрытыми быстро собираешь, разбираешь, то я думаю, с открытыми еще быстрее будешь, и это может пригодиться в будущем. Задания для участников максимально приближены к боевым условиям. Командам предстоит найти шифровку, пройти исторический квест на знание битвы за Кавказ и добраться до финала, водрузив знамя победы. У нас 7 станций. Это станция огневая на сборку-разборку автомата, санитарная на оказание медицинской помощи, штабная, где будет зашифровано слово. И эти слова спрятаны в тубу, которые заранее мы запрятали на всей территории Сухумского войскового училища. Необходимо будет найти и расшифровать по задумке. Команда попала под атаку, и необходимо найти просто вот зашифрованное слово, чтобы передать командиру. У нас также будут исторические справки на каждой станции, и будет квест по знанию истории битвы за Кавказ. Ну и, наверное, самая такая зрелищная – это последняя станция финальная, когда ребята водрузят флаг победы. Мы помним и гордимся, аналог флагу, который был воздвигнут на Рейхстагом в далеком 1945 году. Также под руководством специалистов МЧС ребята отрабатывают навыки оказания первой помощи и эвакуации пострадавших. Это у нас такие травмы, как переломы, остановки кровотечения и, конечно же, это правило транспортировки пострадавшего. Но мы постараемся в эти сжатые сроки дать информацию так, чтобы все было понятно. Инструкторы подчеркивают, такие знания жизненно необходимы не только в экстремальных условиях или на поле боя, но и в обычной повседневной жизни. Эти знания, навыки могут пригодиться даже в обычной жизни. Да? Скажем, это не обязательно должно быть какое-то поле боя или битвы. Даже любой поход в горы иногда заканчивается какими-то чрезвычайными ситуациями. Так что этими навыками должны обладать все. Организаторы отмечают, такие игры – это не просто соревнования, а возможность для ребят прикоснуться к истории своей страны, научиться работать в команде и на практике понять, что такое мужество, сила духа и настоящая взаимовыручка. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.